Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. И с Духом Твоим. Справедливости, з'явлюся перед обличчям Твоим, Пане, насочуся, коли откриється хвала Твоя. Эту святую мшу справую с подякой вам Богу за доброе закончение учебы и от Божьем благословении на дальнейшее житье для Насти. И просим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти Божию найсвятейшую охрану. Споведаюся Богу всемогутному И вам, браты и сестры, что зграшив я вельми, думкою, словом, учинком и заятванням. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивший нам грехи леди нас до життя вечного. Над нами, Пане, змилуйся. Христе, змилуйся. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся. Пане, змилуйся. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся. Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Бога на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебя, века
блукаючим показує світло Твоїх правди, кам'янima пригадуться на добрую дорогу. Да блажим християн, Матину, стоя, что суперечите к ней вере, вимкнутся до того, до чего ты их покликал. Распала нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи, владарь приятности Духа Святого, Бог разлучения и вечный. Аминь. Читання книги пророка Амоса. У те дни Моисей, святая Повеление, сказал Амосу: «Прозорцам, иди, утекай в землю Иуды. Там ешь хлеб, и там пророжь, а у Бетель больше не пророжь, буем святыня короля, и дом королевский». Оставив лучше Амос сказал Амасию: «Я не пророк и не сын пророка, будя пастух, избиратель сикаморов, а Ливан забрал меня от овечек. И сказал мне Пан: иди, пророчь народу моему Израилю». Это слово Божие. Дякую Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухай, что говорит Пан Бог, и Он спокойно народу и святым своим. Собрание возбавление близкое для тех, кто его боится, и слава Божия покажется нашей земли. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность устраиваются разом, справедливость и спокой поцелуются. Верность вырастет с земли, а справедливость будет помирать небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Одобрить наш счастье, а земля наша дать свой плод. Справедливость Твой терпелый, и поставь на шлях плоти Твоей. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Він вибрав нас у ім і розтворив світу. Читання другого послання святого апостола Павла до Ефесців. Благословенный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас во всяким духовным благословением на небесах. И Он выбрал нас у им перед творением света, как мы были святыми и безнаказанными перед Ним людьми. И Он предназначил нас для усыновления в Иисуса Христа, по воле подавания своей воли, перед хвалы своей прославленной ласки, якою Он одарил нас Словом славами. У им мы маем искупление Егоном любовью, дарование провины, по воле богатой ласки Его, якую щедро одарил нас на усякой мудрости и разумении, дозволивши нам познать таямницу свою волю, по воле своего подобания, якого ранее поклал у них для исполнения полноты часу, употребнать все в Христе, то, что на небе и на земле. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Аллилуйя.
час Jezus poklикał 12 i począł wysłać ich po dwoje i dał im władzę nad nieczystymi duchami i nakazał im nie brać u дорогу ничего, a проча только кия, ни хлеба, ни торбы, ни меди в пояс, але обуваться у сандалий и не проносить двух повода. И сказал им: коли где увидите в дом, заставайтесь там, покуда не выйдете. И коли у яким месте не примут вас и не будут слухать вас, то выходячи оттуда обтрасите пыль, что на ногах ваших, где свечения субратив. И пошедши, и они проповедовали покаяние и выгоняли шмат демонов, и шмат хворых намощали олеем и вылечивали их. Это слово Бога. Братья и сестры, Пан Иисус покликал 12. В Святом Писании нема слова, якое ничего не знает. Покликал. Куда покликал? Ну, до себе. А где был Пан Иисус? Напевно, на горе. Братья и сестры, это пишется нас. Не 12 покликала Пана Иисуса. Не Пане Иисус, не приди, не только в стихотворение Пане Иисус, не только экзамен Пане Иисус, не только проблема Пане Иисус, не только справа якаясь, а не Пан Иисус кличе себе. І для нас, з гэтымі нашими тяжкостями, з гэтымі нашими турботами, поки ми маємо войти у плоскость життя, а не Пана Ісуса і Пана Бога, да поставати до свого життя, тоді не буде Богом правдивим. Здесь у нас скрывается образ Божий, любови, заправленной Божьей любови. Это Иисус покликання 12 апостолов. И дал им, коли владу, коли они пришли до Иисуса. Привести до Иисуса, треба отчинить свое сердце. И они имели такую же самую владу. Иисус Христос не пожадничал. А берите и чините то, что я чиню. Оздоровляйте, вылечивайте, намощайте олеями, и все принимают дорогу. Али, что с тем, памятайте, у вашем житті може прикрыть вашу ласку, что вы перестанете жить для другого человека, а начните жить для самого себя. Книга пророка Амосия, которую мы сегодня прочитали, другий раз в этом году. Амаль 10 дней тому назад мы читали так само случайный день, доклад на это читание пророка Амосия. Пророк Амос был покликан на пророка 2 года перед землетрусом, который там отбывался. Но что? Как проповедовал, как закликал до навертания. Пророк имел тяжкое житье. Как я сказал тиждень тому назад, пророка не хотел никто слухать. Чему? Пророк говорил правду. Я сказал тиждень тому назад, пророк это не той, кто предбачит и глядит наперед. Пророк это той, кто отримовывает от Бога это благодарение. Бог николи не говорит, что он ответит. А иди и скажи, что ты теперь в эту хвилину идешь неправильно, что ты теперь в эту хвилину если ты заблукал в своем жизни. И пророк Амос был посланец Амасия, святара, который выводит сейчас роду святарского, а здесь в своем жизни того видите, он начал жить сам для себя. Он на Бога турбовал, Пан Бога трактовал для того, на каким можно неплохо заработать. Материально заработать, жить недобро. И Пан Бог возбуждает пророка, другого пророка. И Амасий, когда почув, что ему сказал Амос, говорит, что Амасий говорит Амосу, пророку. Разорца, иди, утешай в землю люди, там ешь хлеб пророк, а у Бетели больше не пророк. Бог чему? Бетели. Город святыня короля, дом королевский. Это пишется каждого из нас. Кожен з нас трактує своє внутрішнє життя як якогось королівства. І хтось нам звертає увагу, що ми скажемо? Спочатку на початок свого життя набрав. Що ти що мені тут увагу звернути? Що я не поступаю, погляди, що ти, або що другі роблять.
не пишется, не дотыкаемого життя записано. Это королевство мудрое. А мы все откровенно Господа тела. А вот что ты пророк, иди пророчь. А поглядите, как я Амос склонен. Наибольшая покора этого и можно было только мыслить. Отказуючи, Амос сказав Амасію, жителю святару, який учиться з народу святарка в тлені Ізраїля. Покликаний до этого был. Здесь загубился в дороге. Амос говорит так: я не пророк. И не сын пророка. И мой дед не был пророк, и прадед, пророк. Никто в моей роде не был пророк. Я звичайный пастор. Больше того. Я так само управляю делом, спокойно, тот разорение, когда хорошо управляю. Через звичайный фермер можно было по-нашему сказать. Человек здоровый. Али, Пан, меня оторвал от моих одежд, от моей працы. Сказал: иди пророк. Понимал пророка. Все вернулись в народе израильском, а мать, сука из Бога, и живет каждый для своей выгоды, не святая уголовная Бога. Что это? Как принять слово пророка? Альбо что треба, как быть пророка? Великой отвагой. Великой отвагой. Год 1982. У книжки «Психология бизнесу» Анджей Блинберг, описывая ситуацию, некоторые ситуации, которые остались собраны. 1982 год. Стан Вирджиния, США. Трагедия великая. Самолет, падая на мост, погибая 78 человек. С этого 4, которые находились на мосте. Когда потом провели следство, почули запись у микрофона другого пилота, який сидел, не главного другого, який за страхом отвернул голову, потом признался и убачил, что одна турбина обледенела. И боялся сказать главному пилоту и сам себе тихо повторял: «Ани, не боюсь, что он не остановится, что мы его не разорвем. Наверное, можно и подумать. Не веду. Ани, не боюсь. Боялся со страхом сказать, и этот страх привел к великой трагедии. Сразу трагедия, какая была в 1983 году. Подвижный пример, нравится все. Далее, год 1986. Челленджер. Те, кто проверял, нашли проблему. Проблема прокладки, какая там была, порванная, и сказали, что эта прокладка не выдержит перепаду температуры день высок. Что было? Сопровождение отбылась великая трагедия. Когда потом проверяли эту справу, признались, что не боялись консеквенций, но когда опозднят слет, будут такие проблемы или тяжести. Не хотели опозднить. Что опозднился? Лицо. Кто-то, может быть, сказал: воля Божия? Нет. Дурница человеческая. Дурница человеческая. Глубоко. Можно сказать по-нашему. Забила шмат и людей. Люди життя, справді. А пророк Амосія захоче до чогось більшого, до життя вічного. Как мы здесь не сгубились, как мы, идучи в этом свете, отважно и смело могли поглядеть. Что же мы делаем? Даниэль Кальдис, в книжце «Творение неба», описывая соправдную историю, какая сталася. Был экскурсовод, проводник. И когда так и шли вельми шмат, вельми долго, в полном моменте проводник остановился. Отвернулся до руки и увидел и сказал так: «Мой для нас две новости. Одна добрая, другая древняя. И вы хочется подумать на первую. Подумали, сказали: давай древнюю, потом добрую и нас смотришь. Древняя такая, что не будет видеть хуже.
заблукали, не видя, как сюда вывести. Удобно какая. Хороший темп у нас ходьбы. Добрый вечер. Браты и сестры, может, мы и добрые делаем, но мы поубираться, чи ми дуже нагадуємо, чи ми не заблукали, чи мы десь не сгубили дорогу сенса нашего покликания. Слава Богу, день покликания святости. Чи мы здесь, может, не поставили наше «я» повыше Пана Бога, и наши тяжкости, может, кому-то не можем пробачить, еще не сами зачиняем свое сердце на ласку покаяния, спору, пробачения, а может, не можем пробачить. Как принять что-то и доведаться про себя, это иметь покору. Софья Косак, письменница польская, жила в части Святой войны сусідної, арабської власті. Був їй дозвол, яка заходила у в'язницю, у тюрму, де були в'язні, і на випадку тюрму за дозволом biskupa miała medalion swoim winem i do wtedy drugim winom переносила в'язницю для святейших сакраментов. Кому святую? Передавала через клетки отповедной особы, яка гэтые на святейших сакрамент выносила тем, кто в тюрьму душе она отбирала. Как помогали у нас освящание. Так само не направила в тюрьму. Потом, когда ее вызвали, и она вымушена была утекать за держу, и потом, когда уже вернулась, подчас коммунизма, який так само тривав больше, коммунисты знали ее вельми добрую справу, яка она вела, вельми ее ценили, приготовили для ее так само хорошее торжественное привитание, был оркестр, так само было телебачення наживо, прямой эфир, где ее витали. Когда она вышла с самолету, стала на этих сходках и крикнула: «Хочу вас всех привитать старопольским добрым привитанием, похваленный». И на этой трансляции прямая закончилась. Иисус Христос так мощно коммунисты не любили Бога. И тогда она ствердила и написала: «Дьявол справді сорвався з ланцюга, хоча всіх позбавить Бога, хоча на разные способы забрать веру у человека. Как человек верил у черного кота, как человек верил в якісь притчі, якісь забобоны, как человек верил у самого себе, дорогу Бога, как и верил в Бога. Братья и сестры, а мы куда идем? Просим. Может, как пророк Амасий, мы умеем говорить эту правду принять. И как мы в нашем житии, может, скажем, что идем добрым темпом, а не только день, что мы идем добрым напрамком, что правды, святость приближается к нас, а может, здесь всякая, а мы упевненные в своих мощностях, в своих здольностях, в своем здоровье, в своей мудрости, здесь такой Бог занимаем кажуть, шмат наших вітань, які виглядають для сприйняття. Ні, хто приходить до Ісуса Христа. Иисус Христос только приходит до твоих человеков, до девушек, Якина, дочки, которая говорила, и так само до сотника, который пришел, говорит: «Пане, не вас, он Иисус был готовый. Але скажи только, моя дочка будет оздоровлена, мой слуга будет оздоровлен». Просим, как мы в наших контейнерах, в нашем жизни хотели приходить до Бога, и теперь это время, когда отчиним свое сердце на ласку Богу, в ясном доме, что нам потребно жить обычно. Веровать на Бога, а и цел Бога. Слава Тебе, небо и земли, всякого важного и неважного, и води на Бога Иисуса Христа, Сына Божьего ради народа, Зайца нароженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога
для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки зайца и сына походить, якому разом зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и чекаю возвращения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Бога Отца, якому ми визнали нашу віру, та віримо, несем сьогодні молитві і просьби молимся в Святий Костел, который нам показывал свету соправдный сенс христианского обучения. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За Святого Отца, так само всех бискупов и пресвитеров, как Бог осветил и умацовывал их обвещение Евангелия. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. За кірівником держави, які мудро вирішали історичні, політичні і економічні проблеми. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто не приймає Христа, які не повірили в Його і знайшли в Його ученні отказ на питання, які їх непокоять. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За подяка и Пану Богу за доброе заканчивание учебы с просьбой о Божьем благословении на дальнейшее житие для нас. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников католической веры, как сегодняшняя встреча с Христом наполнила нас радостью и покоем. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Просим Тебя, Пане, выслухай наши молитвы и наполни нас дарами Твоей безмерной любовью ради Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 21.
litości dla grzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją mocą na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją zmartwych powstanie dał nam wieczne życie. Tamu z aniołami, archaniołami, ducimi świętymi my napieszczajem Twoją chwałę. Radam z nimi ustrikajuszy. Święty, 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 Anusie Matki, nieba i земля, Ордия хвали Твоей, Хосанна на Мессия, Хосанна на Мессия, Хосанна на Мессия. Благословенный кто идет имя Пана, благословенный кто идет имя Пана. Хосанна на Мессия, Хосанна на Мессия, Хосанна на Мессия. Правды Боже, Ты святый, крылица усялякой святости, тому в едности души Костела, в первый день тыдня, когда Иисус Христос воскрес, послал на апостола Духа Святого, Франц Христа, просим Тебе, усиловный Божа. Освети эти дары, расширь Духа Твоего, как я не станет для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Он, когда добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подняв рукавиц складатель, ломал и раздавал своим учениям каждому. Берите и ешьте от этого все, Бог это есть тело мое, якое за вас будет выдано. Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składając i podał swoim uczniom każdy. Wierzycie i pijcie z jego uśnie, bo это есть kielich krwi mojej, nowa i wieczna zapowiedzu, jaka jest za was i za mnogich uzakranica, ciela odpuszczenia grzechów. Kreta przyjmijcie na moim pamięć. Kreta wielka jak tajemnica wiery, a Обещаем Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоего престолования. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, a wpiernięte Panie Twoje życia i Ciebie spełnienia, dziękuję Ci, że uczynił nas podwymi, a jak teraz Twoje usłużenie. Покорно Богу Тебе, как ущик нас, примающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный во всем свете, удосконаля в любови и радость Папам нашим Францишкам, biskupom naszym Józefom i wszystkim duchowieństwom. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, где построил надею на воскрешение, и про всех, кто власти Твоей пришел к этому свету, и дозволил ему бачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел в życiu wiecznym, w jedności z Najświętейшей Bogorодицей Panной Марией, со святым Józefом jej obrannikом, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, благословенным księdzом Brodisławem Markiewiczem, świętą siostrą Faustyną i wszystkimi świętymi, jakie z prazdwieku podawali się Tobie,
tak ci my chwalili i prosławiali Ciebie wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrystus, Chrystowi Chryście, Tobie Boża Ojczocie Małuty, ujednać Ci Ducha Świętego, usiałaszana i chwała, raduj się, jaki wieczny dar. Modlić się Dajca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od wszelkiego zła. Daj łaskawa upokoju dni naszej, daroważy nam miłosierności Twojego, jak my byli fałszowi wolni od grzechu i zachowane do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i wyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. O Twoje błogosławieństwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a na życie po supokojem i wiernością. Niech żyjesz i władanisz na wieki wieczne, supokój Pana, niechaj wszędzie będzie z Wami. Wierujcie bliźniemu znak supokoju. Ось Бaranek Boży, choć to ich, kto bierze na siebie braki światu, błogosławionego przystania na wieczeru, jak on mówił. Panie, ja nie warty, tak Ty mówisz ode mnie, ale skażę tylko słowa i budzę ostrożna dusza. Numer 252.
дякуючи у тілу этой сакраменте, у нас узрастал гроб избавления от Христа нашего. Объявы 15 липня завтра исповедь святого Бонавентуры, бискупа и доктора Костела. 16 липня во вторник исповедь Наисвятейшей Панны Марии Зары Кармель и наш Матери Божией Шкаперной. Наступная неделя инвестиционная, тому дякуем за связи складенные на будову. 16 липня, это во вторник, святая Имша у нас отбудется только из раницы, у 8 годин раницы, и будет отправлена в Сладковости, до святого Архангела Михаила. Кожный день нашей каплицы открывая адорация Пана Иисуса у Наисвятейшем сакраменте во вторник тьма, у інших днів 14 до 19. Дякуємо за керування на будову святині, за спів я праву літургічною, за прибирання каплиці і підсудні зворів. Помолимося за тих, хто на декретині святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родів дітей, за добродіїв хиродавців нашої парафії, так само нових добродіїв будівництва санктуарія Божої Драгоценності, за нас, заручаючи кожного голосовку, а перці Матері Божої вже в цьому. Твоєю вороною отдаємося. Наших потребах, не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна творенная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дарушай, Сыну Своему нас отдавай. Казали говорим, что я бы не читал, в конце его все равно вытекали. Я читаю следующее цикавое. Цикавое, что важно называется по-английски. Примите Божье благословение, этого наполнит правдой, радостью и с упокоем. Добре, что вы еще приходите. Як йозверся, чуєте голос Божий у вас сюди віче. Нехай вам Бог вас благословляє. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Дітям свободі Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, Дух нам оборони, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть снують по світі. Амінь. Номер 84. Правда,
Вітаю всіх.